И сейчас Владимир Коротенко, это председатель общественного движения «Биом», он нам расскажет о планах по участию в продвижении инициатив устойчивого развития. Спасибо большое. Я очень ценю и считаю это большим достижением, то, что наравне с государственными органами и с представителями такого высокого класса представительства страны могут выступать эксперты из неправительственного сектора. Я считаю, что для страны, что надо это отметить, что для страны это очень большой прорыв, и дай Бог, чтобы это сохранилось на все будущие времена, чтобы мы работали спина к спине. Вот. И это и будет, наверное, таким лейтмотивом всего моего выступления, что удивительно, что в таком сложно организованном процессе мы сработали как одна сложная, многоуровневая и достаточно, как, извините за такое слово, умная команда. Вот. То есть, и мне кажется, что это важно, и я хотел, чтобы мы вот на этом высоком собрании это услышали и почувствовали. Вот. Теперь же, что касается самой системы Рио+20, мне тоже очень важным моментом хочется отметить, что это все-таки не точка, а процесс. Да, то есть, и вот здесь предельно важно, что именно сегодня, вот я помню, как мы собирались долгое время и работали над приоритетом зеленой экономики в ванной, когда мы собирались в Министерстве экономического регулирования и вот с Тимуром Григорьевичем мы работали вместе, и сейчас это продолжение этого самого процесса. И для меня это предельно важно, чтобы в нашей аудитории было это понимание, что мы начали, в нашей стране началась синхронизация этим процессом. Поэтому все мои слайды и системы, они будут носить этот процессуальный характер. Я заранее об этом говорю. Итак, у нас была подготовительная стадия КРИО, когда мы приняли множество людей, экспертов, участие в этом саммите. Потом 15 представителей из Кыргызстана ездили, и конечно, для нас это очень много. Да? То есть, да, Россия отправила 300, ну и что? Одно выступление, извините, Медведева снесло всю представление об этом, потому что он сказал, что устойчивое развитие не должно сильно мешать экономическому развитию. Природный, смысл такой, да? Я просто хочу сказать, что очень противоречивые вот эти 300 человек, и многие эксперты, кого я встречалась, российские делегации очень противоречиво и нервно относились. А мы чувствовали себя очень сильно, потому что наш вице-премьер-министр сказал о том, что естественные экосистемы есть основа устойчивого развития. Поэтому маленькая страна, маленькая горная страна на таком высоком уровне об этом заявила. Я думаю, что это очень важно и хорошо. Вот. Ну и, то есть мы там, выступили, и сейчас, конечно, самым главным моментом является это создание цикла и серии мероприятий по включению всех заинтересованных групп в этот процесс. То есть это должен быть многоуровневый, сложно выполненный процесс, и здесь надо отдельно сказать спасибо ПРООНу и, наверное, вообще системе ООН, потому что они очень как-то лаконично и, естественно, поддерживают процесс. Давайте дальше. Вот, теперь что же я хочу показать. Это вот те вектора, которые мы предлагаем, предлагаем и считаем важным, чтобы гражданское общество вкладывало свои силы. Да? То есть вот видите, фиолетовым изображено, к сожалению, не очень видно, но буду говорить, фиолетовым изображены, что перед самим саммитом у нас были коммуникативные площадки. И в результате этого мы разработали и национальные приоритеты перспективы зеленой экономики, которые вышли в виде книги и были представлены в Рио. С другой стороны, мы сделали позиции и работали по позициям основных групп. Вот наиболее сильно, конечно, наши организации работали в секторе НПО, женщины и молодежь. Так называются эти основные группы. И видите, эту работу надо тоже продолжать. И следующее, это что у неправительственного сектора тоже были выработаны свои приоритеты. Они, конечно, сильно пересекаются с приоритетами страны, потому что мы работали вместе, но там есть и своя специфика, потому что, слава Богу, мы когда равные, но разные, да? То есть в этом смысле какие-то элементы надо брать на себя ответственность. Вот. И вот оранжевым цветом мы видим две дополнительные такие плашечки, это что есть основной документ Рио, в котором показаны направления движения, это доклад «Будущее», которого мы хотим, и, собственно, те инициативы, которые были озвучены нашим главой нашей делегации там. То есть это те
содержательные линии, которые мы считаем должны разворачиваться по мере всех наших сил, как можно больше и сильнее. Значит, давайте следующий. Значит, по-прежнему мы говорим, вот вы видите наверху, мы показываем, как мы предлагаем, в каких точках разворачиваются содержательные линии. Значит, центральный элемент позиции экологической организации по-прежнему остается, что укрепление природных основ экологической безопасности не может быть без сохранения естественных экосистем. Вот. То есть мы и там про это говорили, и в Совете участвовали, и здесь про это много говорили, и продолжаем про это разговаривать, и давайте думать, каким образом нам с этим взаимодействовать, и сохранять эту логику. Давайте дальше. Вот, еще хочу отметить один очень важный момент, что нам поручено форумом экологической организации, что те, кто поедет в Рио, что должны были там представить позицию НПО Кыргызстана и здесь, вернувшись, начать это делать. То есть мы не отказываемся от этих обязательств, берем и на себя, и вот хочу на этом собрании сказать, что уже проводились круглые столы, встречи, семинары, не хочу их просто обозначать каждую эту точку, важнее понимать логику процесса, да, но второй момент, будем это делать, делаем и будем это делать. Но второй важный момент, который я хочу озвучить, это то, что мы в результате экофорума номинировали представителей экологической организации, вообще общественные советы. Вот, общественно-наблюдательные советы при госорганах. Именно с точки зрения, для чего это было сделано? Чтобы продвигать идеи устойчивого развития. Сейчас еще пока мы не понимаем, прошли мы или нет, да, то есть там пошли сложности там, с выбором, но господин Царев, я думаю, что когда вы озвучивали инициативу про Совет по устойчивому развитию, берите эту сеть экспертов как, я не знаю, поддержку, да, или воплотители идеи этого совета. То есть мы можем уже работать на уровне механизма. Мне кажется, это очень важно и правильно, что у нас появляется 3 минуты, да, это правильно? Вот, теперь следующий слайд. Вы уже знаете, что где важно увидеть, что надо сосредоточить приоритеты. Это саммит подтвердил приверженность 3 конвенциям Рио. Слава Богу. Значит, мы по-прежнему работаем с биоразнообразием, с изменением климата и с опустыниванием. То есть, и дай нам Бог с этим когда-то разобраться. Сохранить биоразнообразие, остановить изменение климата и сокращать деградацию земли. То есть в этом смысле это очень важные для нас политические тоже такие шаги. И следующее, что все-таки, я тоже хотел на это отметить, обратить внимание, что и глобальная повестка дня на 21 век, потому что говорили, что все после Йоханнесбурга, никакой повестки дня нет, типа там все закончилось. Нет, мы работаем и по-прежнему надо разрабатывать локальные повестки и большие повестки дня для устойчивого развития. И также вы обратите внимание, что и Йоханнесбургский план, для устойчивого развития, в который мы входим, я выбрал только те документы, которые нас непосредственно касаются. И особенно это алматинская программа действий, которая затрагивает страны, не имеющие выхода к морю. Они все политически поддержаны саммитом. То есть это те политические механизмы и документы, и во многих из них есть уже разработки, на которые мы будем опираться и продвигаться. Также мы говорим о том, что какие направления мы еще считаем предельно важными. Это участие общественных в принятии экологически значимых решений, это поддержка энергоэффективности, это химическая и биологическая безопасность, но мы никуда не деваемся, страна должна развиваться и должна развиваться, мы считаем, что безопасно, и надеемся, что это будет. Вот. Окружающая среда и здоровье – очень сложный, тонкий процесс, который тоже надо, вы понимаете, двигать. И вот смотрите, что у нас появляется новое на повестке. То есть это когда вопросы устойчивого развития пересекаются с вопросами социальной справедливости. И здесь мы говорим уже о гендерном балансе, о включенности исключенных групп и о социальной справедливости. То есть сейчас дискурс зеленой экономики двигается вокруг двух поинтов. С одной стороны, сохранение природного капитала, но с другой стороны, это нормализация отношений с человеческим капиталом. И это надо удерживать и постоянно с этим двигаться. Поэтому здесь важно, что мы соединимся с правозащитником еще и в социальном блоке. Давайте дальше. Да, здесь я не буду останавливаться на инициативах, потому что вы услышали их утром. Единственное, что скажу, что общественные экологические организации поддерживают и готовы сотрудничать с реализацией инициатив Кыргызстана, озвученных на саммите. Они замечательные, долги надо списывать. Бог даст, горы надо защищать и в этом смысле входить в эту коалицию. Если мы проведем эту конференцию по адаптации, это было бы очень замечательно. Дай Бог.
Давайте дальше. Вот, теперь, что я хочу показать. Вот это те приоритеты, видите, фиолетовая линия, которые мы разработали очень долго работали над приоритетами зеленой экономики, и вы обратите внимание, то есть мы вот таким образом вот и выстроили, и та экспертная группа, в которой я тоже принимал участие, и мы сделали этот доклад как раз для саммита о том, что, смотрите, какие приоритеты: горные экосистемы, укропы, захватили экосистем, водные ресурсы, гидроэнергетика, сельское хозяйство и устойчивое сельское хозяйство, да? Вот. И, мы говорим, что, у устойчивого развития есть несколько измерений. С одной стороны, это экологическое измерение, да, которое состоит из, опять же, оценки экосистемных услуг. И с другой стороны, в первую очередь, это человеческий капитал. Очень много на саммите говорилось о человеческом капитале. И образование для устойчивого развития является одной из центральных звеньев вот этих всех инициатив. Надо, в этом смысле, может быть, Кыргызстану здесь есть над чем поработать и за что заплатить. Давайте дальше. Вот, теперь что я хочу показать схему, которая, мне кажется, предельно важной, что предлагаю подумать над вопросом всем нам, а каким же должен быть зеленый бизнес Кыргызстана. Что это такое? Вот на самом деле, то есть какие примеры? То есть нам надо, кроме того, что мы будем что-то поддерживать, нам надо работать и в теоретической схеме. То есть отработать эту модель, что вот это зеленое, а вот это не зеленое. Вот это так, а вот это, то есть, например, экотуризм – это зеленый бизнес, контролируемая горная промышленность – это зеленый или не зеленый бизнес, и тогда, как-то там надо с этим соотноситься. Вот. И что я хочу показать, что вот если мы в центре ставим зеленую экономику, то должна быть очень сложная многоуровневая работа, которая включает в себя и изменение законов, и работу с экспертами, и, конечно, изменение стратегии политик на всех уровнях власти. Ну и отдельно мы говорим о том, что надо работать с масс-медиа. То есть это, собственно говоря, каждая точка – это точка приложения сил. Давайте посмотрим. Вот, теперь, собственно говоря, вот это те инициативы, которые мы извлекли из доклада будущего, которые мы хотим, вот, которые пересекаются с нашими инициативами, они практически идентичны, просто, может быть, немножко другие формулировки. Соответственно, те зоны, которые можно будет отработать здесь, я думаю, что практически на это я не буду зачитать, потому что я про многие проговорил, они сказали, что это самое главное. Давайте перейдем к следующему слайду, вот, который показывает, коллеги, вот это очень интересная работа, с нами тоже была проделана после саммита. Это анализ тех добровольных обязательств, которые были взяты на себя. И вы видите, структура добровольных обязательств государств и различных организаций, которые процесс это не закрыт. Мы можем, есть организация из Кыргызстана, которые тоже взяли на себя эти обязательства. Важно в том, чтобы мы должны понимать этот процесс и вполне можем включаться в эту механику, эту глобальную механику. Вы обратите внимание, что наиболее сильные это образование для устойчивого развития, да, то есть, соответственно, наверное, раз так мировое сообщество берет на себя это обязательство, я думаю, что нам тоже стоит про это подумать. Потом это устойчивая энергетика, зеленые рабочие места, биоразнообразие, изменение климата, устойчивое развитие городов, и только вот внизу у нас получаются горы. Да, то есть, я думаю, что нам собой велел брать какие-то работы вот с горами и, может быть, еще с чем-то. То есть давайте думать и концентрироваться. Теперь, как мы видим саму работу. Мы специально сделали схему, чтобы отвлечься от того, что мы хотим провести 12 семинаров по таким-то тематикам. Боже мой, уже все за нашу тысячелетнюю жизнь сделали их множество. Хотим логику показать и призвать всех включиться в эту логику, если вы ее с нами разделяете. Вот мы придумали такую модель. Внизу это наши естественные экосистемы, как вы понимаете, и на них идет наш антропогенный прессинг, эти оранжевые линейки. Естественно, это местное сообщество, государство, то есть мы все это делаем. Что мы предлагаем делать? Мы говорим о том, что у нас есть уровень управления, местный уровень, местное сообщество. Мы предлагаем создание массовых, разнообразных коммуникативных площадок. Вот посмотрите, то есть на уровне национальных программ, стратегии экспертных сообществ, то есть это отдельные специфические коммуникативные площадки. Мы предлагаем коммуникативные площадки внутри гражданского общества, бизнеса, то есть которые бы обеспечили процесс внедрения идей устойчивого развития, отработки, то есть, как мы говорим, еще 10 лет можно есть те пирожки, которые напекло Рио. То есть их можно, их надо только-только все имплементировать. И то же самое сделать на уровне местных сообществ.
И тогда вы видите, если эта идеология пройдет, тогда у нас как бы механика зеленой экономики заработает. И самое главное, что за счет этого прессинг на экосистему уменьшится. Единственное, конечно, коллеги, я не изобразил, здесь на схеме не было изображено социальное равенство и устойчивость. Для нас прессинг на экосистему, это несомненно, ну, в смысле, состояние экосистемы, несомненно, связано с нормальной жизнью людей. То есть я хочу еще раз подчеркнуть этот момент. Давайте последний. Значит, вот, коллеги, теперь, как мы говорим, что, как же, собственно, через какие формы это можно сделать, да, то есть, чтобы их показать и объяснить. Значит, мы говорим, что на местном национальном уровне создание вот коммуникационных площадок по вопросам различными инвестиционными группами. То есть, это могут быть и форумы, и сайты, и встречи, и тренинги, и так далее. Следующее, это организация информационных кампаний. То есть, вот мы, например, берем сейчас точно будем этим заниматься, и я знаю еще ряд организаций, то есть мы договорились, что мы постоянно будем освещать вопросы устойчивого развития, потому что то есть дискурс должен идти, всегда должен встречаться. Работа с средствами массовой информации, спасибо большое нашим порталам, которые готовы, вот там инициатива Корнет, они откроют у себя дискуссионные какие-то форумы, еще там разные вещи по порталам, поэтому мне кажется, это очень важно. Вот. И вот что еще важный момент, где нам нужна помощь и поддержка, и готовы вместе работать, это интеграция идеи ВРИО, с одной стороны, в образовательные стандарты, с другой стороны, в управленческие решения, механизмы. Тут, конечно, одной информационной кампании не обойдешься, здесь нужна политическая воля и логика. Вот, и мы ждем этого. Значит, следующая реализация проектов и программ для населения, конечно, это надо делать и смотреть. То есть проекты по РИО, вот замечательно, Мустафа нам рассказал, что можно делать, да, то есть вот какие инициативы. И, значит, конечно, должны проводиться консультационные экспертные встречи. И я хочу обратить внимание на два последних. Это работа с политическими партиями и обсуждение вопросов в информационных сетях. Ну, мне все. Спасибо. Но это как бы как некоторая общая готовность о том, что мы готовы брать на себя ответственность, принимаем обязательства, будем работать, приглашайте нас, и дай Бог нам всем достичь устойчивого развития. Спасибо.